Селям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И есть продвижение по Крымской платформе, а именно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите Крымской платформы, который должен пройти 23 августа. Страны, которые примут участие в первом саммите Крымской платформы, почти завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита, сказал глава внешнеполитического ведомства України. Подробнее в его цитаті. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. А вот лидер крымстарского народа Мустафа Джемилев рассказал, кого будет представлять Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. А я рада представить гостя нашей студии Юлія Осмоловська, дипломат, експерт з міжнародних питань. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Селям алейкум. 28 стран и международные организации на саммите Крымской платформы. По-вашему, это хороший результат? Смотря с чем сравнивать. В принципе, если мы смотрим на ситуацию, что это участие в этом саммите может существенно осложнять для любых стран, которые будут участвовать, их взаимоотношения с Россией, потому что понимаем, что Россия достаточно агрессивно реагирует на участие любых стран в Крымской платформе и вообще активное вовлечение в крымский вопрос, то 28 стран – это достаточно много. Если мы сравниваем с тем, сколько стран подписывалась под соответствующими резолюциями в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, особенно в первые годы, когда была осуществлена эта незаконная аннексия Крыма, там было их порядка 100. И вот как раз вот между этими двумя цифрами тогда нужно и ориентироваться. То есть их могло бы быть и больше. Ну, давайте учитывать еще период отпусков, все-таки это август. Графики могли быть уже спланированы задолго наперед. Поэтому, в принципе, достаточно неплохая работа нашего МИДа и вообще дипломатии в целом. Но надо смотреть, кто из стран будет заявлен и на каком уровне. Это очень важно. Ну вот если говорить об уровне Соединенных Штатов Америки, до этого надеялись на то, что приедет Джозеф Байден, но все-таки питали скепсис по этому вопросу. После этого говорили, что наверняка приедет Энтони Блинкен, ну или Камала Харрис. А сейчас стало известно, что Соединенные Штаты Америки будет представлять министр транспорта. Это хороший уровень? Давайте так. Говорил кто? Если говорили люди, политологи, эксперты в эфирах, это одна история. Кстати, если вы вспомните, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, я и говорила, что будет представитель уровень министра. Но официально украинская власть никогда не говорила о том, что это будет президент или вице-президент. Всегда подчеркивалось, что это будет высокий, достаточно представительный уровень. А уже наше воображение дорисовывало, что это может быть за высокий представительный уровень. Министр транспорта – это высокий уровень? Министр транспорта – это достаточный уровень, но я считаю лично, что несмотря на то, что говорится, что это очень влиятельная особа, если мы еще вспомним, что этот человек непосредственно был одним из кандидатов в президентской кампании, да, когда были праймерис в партии демократов, то действительно он
достаточно весомая фигура, особенно учитывая тот тренд, который сейчас есть в американском политическом истеблишменте и вообще в обществе в целом. Это максимальная либерализация, да, то есть человек, который представляет меньшинство, он в данном случае человек в тренде, да, и понятно, что есть определенные ожидания на то, что у него есть уровень, понятный уровень влияния. И, кстати, в этой вот предвыборной кампании, когда мы смотрели, анализировали, действительно ему удалось под собой собрать достаточное количество людей, которые его поддерживали, в том числе среди в самой демократической партии, поэтому, да, можно считать его влиятельной фигурой. С другой стороны, сама логика, вот на что мы смотрим, министр транспорта, да, для нас это даже как-то не столько логично выглядит, сколько логично мог бы выглядеть министр энергетики. Если мы посмотрим на ситуацию с подписанной не так давно совместным заявлением между Соединенными Штатами и Германией о Северном потоке-2. Есть еще ряд незакрытых, нерешенных вопросов, потому что эта совместная декларация порождает больше вопросов, чем ответов, много неясностей. Вот здесь как раз присутствие министра энергетики или специального представителя Соединенных Штатов по энергетике, который мог бы иметь возможность провести дополнительные встречи здесь с представителями украинского правительства, и украинская сторона могла бы донести свою позицию, более понятный способ. Я думаю, что это могло бы быть тоже лучшим, наверное, вариантом, чем то, что мы получили. Ну, Дмитрий Кулеба говорит о том, что сейчас мы находимся на этапе согласования некого документа, что называется «Крымская хартия», с представителями тех стран, которые готовы принять участие на саммите Крымской платформы. Но есть у нас понимание, что именно содержит этот документ? Известно ли вам о содержании этого документа? Понимание документа держится в вполне объяснимой тайне, но не придается сейчас огласке, потому что над ним еще идет работа, какие-то положения могут изменяться, поэтому если сейчас будет в публичную плоскость представлен какой-то проект, он будет потом видоизменен по разным причинам. Это даст повод критикам или оппонентам искать какие-то конспирологические версии или обвинять там нашу дипломатию в некомпетентности и другие вопросы. То есть, в принципе, практика работы с любым правовым документом международным, она предполагает определенную степень непубличности до момента его, собственно, согласованного уже состояния и придания огласке. Но так или иначе, этот документ будет, по-вашему, чем-то отличаться от различных резолюций, которые принимают на международных площадках по Крыму? Я думаю, что он будет скорее повторять многие вещи, но для Украины важно, в общем-то, получить эту фиксацию. Здесь еще не забывайте, что в многосторонней дипломатии работает такой принцип наименьшего общего знаменателя. То есть представьте себе, вам нужно получить позицию, с которой будут согласны большое количество стран. Ну, в данном случае мы говорим 28, или если их 100, это еще меньше вероятности того, что будут какие-то очень жесткие, серьезные политические заявления, которые будут разделять все там 100 стран или 28 стран. Поэтому здесь вот тот оригинальный проект, который украинская сторона могла предлагать, он так или иначе будет видоизменяться в сторону ослабления, может быть, жесткости этого дипломатического языка, потому что есть разные позиции. Есть страны, которые достаточно жестко критикуют и действия Российской Федерации и считают это вопиющим нарушением международного права, то, что было сделано в Крыму. Есть страны, которые смотрят на это не так категорично. И вот представьте, между ними всеми нужно получить вот это. Ну вот, на ваш взгляд, какие страны могут не подписаться под жесткой резолюцией? Те страны, которые не могут подписаться, они, собственно, и не смогут приехать, и не будут приезжать. То есть уже эти 28 стран, полный список которых мы на сегодняшний день не знаем, но и у МИДа достаточно логическая позиция здесь. Я ее разделяю, я ее понимаю, потому что
повторяюсь, для России это очень принципиальный момент. Она все эти годы старалась сделать так, чтобы вопрос Крыма был снят с международной повестки дня. И вот самой этой инициативой, этой крымской платформы, Украине удалось вернуть это так или иначе на повестку дня. И поэтому Россия очень болезненно реагирует на то, что будет происходить в рамках этого саммита. Я больше чем уверена, что еще до его наступления мы будем видеть значительное количество провокаций, в том числе действий, может быть, обострение ситуации на востоке страны. Для чего? Для того, чтобы создать впечатление о очень высоком градусе политической нестабильности в стране и, в общем-то, может демотивировать некоторые стороны физически привозить сюда первых лиц во избежание каких-то ситуаций, которые могут быть небезопасными физически небезопасными для высоких гостей. Поэтому мы увидим такие провокации однозначно. Мы увидим, уже сейчас будет еще больше и больше в русских средствах массовой информации, дискредитирующие саму платформу, дискредитирующих мессенджеров, то есть те, кто несут какие-то политические заявления, оценки касательно этой крымской платформы и поддерживают ее. И будет, конечно, вот эта вот игра, которую мы не видим, не публичная, направленная на то, чтобы отговорить некоторые страны от участия в этой крымской платформе. Поэтому позиция МИДа не оглашать этот список, этих 28, она здесь абсолютно понятна. И интересно действительно будет получить этот день, 23 августа, и посмотреть, кто реально будет участвовать. А чего, по-вашему, может добиться реально крымская платформа? Давайте не создавать для начала сверхожиданий. У нас проблема всегда в том, что мы создаем, и, кстати, это и для власти характерная проблема, они создают иногда намеренно, иногда непреднамеренно. Вот эти вот завышенные ожидания, общество идет, следует за этими завышенными ожиданиями, а потом получается результат не такой высокий, как все хотели получить, и начинается разочарование, обвинение. Да, то есть очаровываемся, а потом разочаровываемся. Да, и то же самое, кстати, вот с уровнем представительства Соединенных Штатов произошло. Я повторяюсь, власть же не говорила, что должен быть президент или вице-президент. Никогда это не говорила. Но люди дорисовали это все. Если бы власть изначально ориентировала на то, что это может быть человек уровня правительства, возглавляющий какое-то из министерств, и это будет достаточный уровень, учитывая ряд факторов. Кстати, здесь вот слова господина Джемилева я полностью разделяю. Я действительно знаю этот момент, что для Байдена работает очень сильно наследие вот этих всех историй, которые Трамп собирался раскручивать и раскручивал в своей предвыборной кампании, дискредитирующих по поводу Украины и активного вовлечения Байдена в украинский кейс. Поэтому это действительно есть сдерживающим фактором, одним из. Если бы наша власть так достаточно в этом плане объективно давала понимать, что не надо создавать сверхожиданий, что этот уровень, какой бы он там ни был, уровень министра, это будет достаточный для того, чтобы получить какую-то динамику двухсторонних отношений в этом направлении, какой бы там это сектор ни был представлен, было бы все нормально. И поэтому по поводу того, что можно ожидать от саммита. Да, вот реально. Реально. Ну, во-первых, для меня прежде всего это имеет политически-дипломатическое значение. Действительно, мы фиксируем это мероприятие, и мы его фиксируем не как само по себе. Вот оно произошло, и о нем все забыли. А мы его фиксируем как старт серии разных мероприятий, действий, которые будут происходить потом уже в развитии вот этого вот первого собрания. Поэтому мы можем не увидеть конкретно на саммите уже сверстанный план действий с конкретными заданиями, под которыми подпишутся ряд государств и будут готовы это выполнять. Саммит запланирован на нескольких уровнях. То есть есть политический уровень, дипломатический, есть уровень экспертный. И вот экспертный уровень будет как раз генерить конкретные какие-то решения, которые могут быть, какие-то действия, которые могут быть потом имплементированы в программы. Но это могут быть санкции, ужесточение санкций против России? Я не думаю, что мы должны рассчитывать на ужесточение санкций. Возможно, может быть
предусмотрен какой-то момент в декларации, я не знаю, может быть в каких-то сопутствующих документах, может и в декларации, если МИДу удастся это отстоять как идею, что в случае обострения каких-то действий с российской стороны, более агрессивных, либо ухудшения радикальной ситуации в Крыму, могут быть санкции усилены. Но для этого, опять-таки, не все страны будут готовы сразу под этим подписаться, даже те, кто будет участвовать. Мы же видим, как болезненно в самих Соединенных Штатах играет история с Северным потоком-2 и вопроса санкций. То есть Байден на сегодняшний день не готов усиливать эти санкции и увеличивать. Наоборот, все делается для того, чтобы санкции уже этот вопрос не поднимался, не возникал. Что вот есть договоренность с Германией, работаем по тому плану, который есть. Поэтому давайте здесь не создавать вот этих сверхожиданий. Если это будет действительно сверхдостижение, которое мы хотели бы получить, возможно. Но опять-таки, возвращаясь к ситуации санкций за то, что Россия там ухудшает обстановку в Крыму, права утеснения национальных меньшинств, крымско-татарского населения и так далее. Коренного народа. Коренного народа, да. Для того, чтобы иметь возможность вводить санкции как результат, как реакцию на вот это вот ухудшение ситуации в Крыму, нужно иметь достаточно возможности доступа к реальной ситуации на месте. Вот мы же знаем, что кроме того, что представители Украины, крымско-татарского населения, активно стараются эту информацию давать. Украина старается эту информацию давать. Для международного сообщества возможность попасть туда и посмотреть на месте, что происходит, для международных организаций, такой возможности сейчас нет. Поэтому у нас действительно очень усложнен вот этот вот процесс получения информации на месте. Для наших партнеров, на основании которой они бы могли принимать подобные решения. Давайте обсудим еще ситуацию на востоке Украины и площадки, которые уже есть, существуют по регулированию войны на востоке Украины, а я имею в виду Минские соглашения и нормандские форматы. И вот президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Международном форуме Украины-30 заявил о том, что нормандская встреча состоится, но, опять же, все зависит от России. Подробнее в его цитате. Питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Усі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників нормандської четвірки. Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде, але все залежить від Росії. Есть ли вообще сейчас необходимость в проведении саммита Нормандской четверки? Смотря для какой стороны. Для нас, естественно. Для Украины, для президента есть по ряду причин, в том числе, или, наверное, прежде всего, потому что он несет имиджевые потери. В силу того, что четверка не собирается на уровне президента, в России разговаривать с Украиной не хочет, и нет никакой возможности призвать их к этому диалогу. Ожидания президент Зеленский закладывал в обществе такие, что он придет и будет новая динамика, и будет этот формат работать, и будет быстро найдено решение. И смотрите, этого не произошло. С декабря 2019 года у нас уже затянувшаяся пауза практически на 2 года. Этот формат не собирается. То же самое, что российская сторона отыгрывала и при предыдущем президенте Порошенко, когда они убедились, что им нет смысла проводить эти встречи сейчас. И это значительно ухудшает положение президента Порошенко. Они поэтому шли этой стратегией. Сейчас делается то же самое. Поэтому это первый момент, почему для нашей стороны очень важно, конкретно для президента Зеленского. Ну и второй, наверное,
он должен быть самым главным, он и есть самый главный для всего общества, для нас. Мы рассчитываем, что этот формат должен генерить какие-то решения и должно быть дальнейшее движение. Поэтому все хотят, все с надеждой смотрят на этот формат, когда он будет и какие будут решения. Но на сегодняшний день по всем признакам, учитывая позиции сторон, даже если допустить, что такая встреча будет, она ни к чему не приведет. Это будет просто констатация позиций, а не более того. Полярность позиций России и Украины, инвалидность политическая, если хотите, Франции и Германии, учитывая то, что одни уже практически в предвыборной гонке находятся. Франция будет в этом, уже начинает в эту кампанию вступать, потому что в следующем году президентские выборы. Но вот совсем ли инвалидность Германии здесь присутствует? Потому что, в отличие от Франции, в последнее время Германия в этом вопросе довольно активна, а именно настаивает на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Сначала это сказала Ангела Меркель на пресс-брифинге с Зеленским, а после, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, было заявление Министерства иностранных дел Украины, которое призвало Россию и Украину выполнять коммюнике, которое было заключено после Парижского саммита в 2019 году, а по сути это имплементация формулы Штайнмайера. Да, все верно. Просто вопрос, это как-то простимулировало украинскую сторону изменить свою позицию? А может? Пока я не вижу такой, нету вот этой критической массы давления со стороны Германии. Вернее, масса давления есть, но момент внутренних изменений, у нас же сейчас тоже наша власть рассчитывает, что смена руководства в Германии, формирование нового правительства может определенным образом изменить позицию Германии по внешнеполитическим вопросам. Несущественно, не принципиально радикально, но отчасти и можно будет маневрировать уже с новой властью в новой риторике. Поэтому наша сторона пока не торопится. А на ваш взгляд, почему Германия вдруг сейчас так активно заговорила о формуле Штайнмайера? Вот зачем Меркель вдруг перед уходом то заявлять о том, что нужно проводить саммит между Путиным и Европейским Союзом, то заявлять про формулу Штайнмайера? В принципе, она ведь понимает, что имплементировать ее в украинское законодательство, это значит сдать украинские национальные интересы и в результате получить конфедерацию в нашей стране. Но они на это так болезненно не смотрят по ряду причин. Во-первых, посмотрите на устройство Германии само. Они достаточно комфортно существуют в категориях автономной работы земель, которые объединены в общую федерацию, федеративную республику. Поэтому для них это не проблема. Они не видят это как проблема для нашей государственности. Они ее просто не могут понять, потому что они живут собственно, в такой модели, которую они нам считают нормально, может здесь работать. Во-вторых, давайте не забывать, что Германия всегда была последовательна в этом вопросе. Просто были периоды, когда она активно об этом говорила, были периоды, когда она менее активно об этом говорила. И вот эти периоды меньшей активности, они были больше связаны с действиями Украины, которая создавала ожидания для Германии, что мы вот-вот это сделаем. И Германия поэтому на тот момент занимала такую выжидательную позицию, в общем-то, выполнения определенных обещаний. Этого не происходило. Сейчас эта тема у Ангелы Меркель, как дембельский аккорд, опять возникла. Почему еще? Два момента нужно понимать. Во-первых, мы в прошлый раз тоже об этом говорили. Для Германии возможность иметь этот продолжающийся диалог с Российской Федерацией и решать какие-то проблемы переговорным путем, они видят в этом эффективное средство решения, тем более, что момент ограничения контактов с Россией, если хотите, даже периоды были в 2015 году, изоляция даже определенная, когда Путин уезжал в саммит Большой Двадцатки раньше времени, потому что он был не рукопожатный, и некоторые лидеры государств даже не хотели демонстративно ему жать руку. И Германия увидела, что за это время это не привело к тому, чтобы Россия поменяла свое поведение. Поэтому они прагматики, они исходят из того, что значит нужно попробовать другой метод.
И другой метод для них, значит, если это была изоляция и санкции, значит, другой метод – это возможность выходить на диалог. Россияне очень хорошо это понимают, этот менталитет, эта последовательность менталитета. Они сейчас создают на вот этих ожиданиях, в общем-то, ложные иллюзии, что да, таким образом можно решить вопросы. Кстати, на эту же удочку попался и Джозеф Байден. Вот, кстати, по поводу Джозефа Байдена и по поводу этого совместного заявления между Германией и Соединенными Штатами относительно Северного потока-2. Для начала, что это было? Ну, позиции Германии в этом вопросе действительно были последовательными. Они, в принципе, настаивали на необходимости завершения строительства Северного потока-2, несмотря на те санкции, которые были введены еще с администрацией Дональда Трампа, что, в принципе, тогда ухудшило отношения между Германией и США. Но вот позиция Байдена, она ведь изменилась. Когда он пришел только к власти, он как раз категорически выступал против Северного потока-2. Его администрация была готова вводить новые санкции против Северного потока-2, а потом вдруг они отказались от этих новых санкций, и сейчас появилось вот такое вот соглашение или совместное заявление, декларация, можно по-разному это назвать. Что это? Что? Это как раз очень хорошая иллюстрация того, как работает международная дипломатия. Объясню. Мы когда говорим, почему говорим о рисках Украины, почему Украине все-таки это неизбежно, все равно придется вести диалог с Россией. Вопрос просто на каких стартовых позициях, да, с каким багажом силы и ресурсов за спиной. Но все равно надо будет это решать, эти вопросы с Россией. Почему? Потому что каждая страна имеет, если она вводится в этот диалог как посредник, она имеет свой набор приоритетов, и потом происходит размен по приоритетным вопросам. И вот иллюстрация с Северным потоком. Для Байдена, да, Украина важна. Более того, он на старте своей предвыборной кампании говорил: я сделаю Украину приоритетом своей внешней политики. Да? Можете найти эту цитату, да. Я когда первый раз это услышала, искренне порадовалась. Думаю, ну вот, будет хорошая, понятная политика. А потом что возникает? А потом возникает набор интересов, которые нужно решать. Вот интерес выстроить отношения с Германией, восстановить трансатлантическое партнерство, и интерес Украины. Между первым и вторым интересом есть противоречие. Северный поток. И вот для того, поскольку для Байдена важнее выстроить отношения с Германией, восстановить трансатлантическое партнерство, чем Украина, он идет на уступки Германии, снимает свою позицию по Северному потоку во вред Украине. Вот размен ценой украинских интересов. Это если говорить в категориях реальной политики. Да, то есть когда мы не приукрашаем это все какими-то дипломатическими фразами, что это в интересах Украины, там же в этой декларации написано. Подождите, ну вот когда Байден заявлял о том, что Украина будет для него приоритетом во внешней политике, разве тогда он не думал о трансатлантическом альянсе, о необходимости не подвергать вот такому тест-драйву отношения с Германией и так далее? Я думаю, что тогда, смотрите, в любом случае международный контекст, он мобилен. То есть набор обстоятельств, которые определяют поведение той или иной страны, он изменчив, он меняется. И если сейчас мы можем зафиксировать тот статус-кво, который есть, через 3 месяца для той же Германии конфигурация вокруг Северного потока-2 может поменяться в силу разных факторов. Например, Европейский суд правосудия выносит какое-то решение, которое блокирует возможность использовать Северный поток-2 на полную мощность. Есть прецедент уже такого решения Европейского суда по Северному потоку-1. Может быть неожиданная конфигурация с большим количеством представительства зеленых во власти, и фактор экологических бедствий, это изменение климата, то, что мы сейчас наблюдали в Германии, будет определяющим. И правительство Германии должно будет учитывать вот этот вот страх изменений климата, и при правильной подаче вреда Северного потока-2, а именно использование энергоресурсов России, которые добываются выше Северного полярного круга, когда идет не только выделение углекислого газа в озон и разрушает его, но и вредного парникового газа. Вот. Тогда этот фактор может играть свою роль. Поэтому, возвращаясь к Байдену, на том этапе я не думаю, что он четко и детально для себя имел вот эту точную карту всех вопросов, всех игроков, как один может зависеть от другого. Он
набрасывал просто идеи, с которыми, подходы, с которыми он заходит на президентскую позицию. А потом уже, когда, так же, как и у нашего президента произошло, он же, когда заходил, действительно заявлял о намерениях быстро договориться с Россией и решить вопрос с минимальным ущербом для Украины. А потом, когда он разобрался уже в этом вопросе, возникают нюансы. Так и вышло и у Байдена. Ну хорошо, если Байден понимает необходимость восстановления отношений с Германией, что для них это важный вопрос, трансатлантическое сотрудничество и так далее, что позволяют завершить строительство Северного потока-2 и ввести его в эксплуатацию. Почему тогда нет конкретных гарантий для Украины в вопросе продолжения транзита через наши страны? Это сейчас, кстати, ситуация, которую нельзя квалифицировать как все пропало, все потеряно, нас все предали. Абсолютно. Потому что характер документа, он очень неоднозначный. Там нету завершенных финальных решений по Украине, которые мы не можем уже поменять. Ну, условно говоря, если они говорят о создании какого-то фонда, зеленого фонда, наполнение этого фонда непонятно. Какой говорят, фонд? 1 миллиард для зеленой энергетики. Ну, это, да. Ну, вот как... Но мы теряем 2 миллиарда от транзита. Ну, мы много вообще чего теряем. Да. То есть это понятно, что это не сбалансировано. Ну, допустим, там, если они говорят о гарантиях безопасности от запуска потока, там тоже не расписан этот механизм, полный механизм гарантий. Они говорят о том, что Германия будет вводить специальную позицию специального посланника, который будет в переговорном режиме решать эти вопросы. Опять-таки непонятно еще пока, вот каким образом они будут решать эти вопросы, с кем они будут решать эти вопросы. Если они говорят о том, что мы можем возвращаться к режиму санкций против Северного потока-2, если мы будем видеть, что Россия это использует как свое оружие, вопрос, а что квалифицировать, какие действия России квалифицировать как использование и кто будет это решать? Газа, как своего оружия. Критериев четких нет. То есть здесь очень много есть моментов, по которым Украина может еще прорабатывать и дотачивать эти вещи и с немецкой стороной, и с американской стороной. Это уже будет зависеть все, во-первых, от слаженности командной игры украинской команды. Я имею в виду здесь не только МИД, я имею в виду и профильное министерство, и НАК «Нафтогаз», кучу игроков, которые, в общем-то, к этому вопросу причастны. И это будет зависеть от способности нашей команды играть стратегически в категориях разных игроков. С кем и что мы можем делать. А Россия реально может использовать Северный поток-2 как рычаг давления на Украину и на Европу? В каком случае, по-вашему? Конечно, может. Во-первых, здесь вот, кстати, если мы говорим о американской позиции, где у них серьезный недочет, сейчас об этом мало говорится, но я думаю, что это со временем всплывет. Почему всегда было латентное противостояние большему слиянию Германии и России? Если мы смотрим на классические теории геополитики, то как раз американскими и британскими теоретиками геополитики выдвигались идеи недопущения этого слияния, потому что таким образом Heartland — это то, что континентальное, как бы, это мировой остров считается, Евразия. Вот, кто управляет этим Хартлендом, тот, по сути, управляет миром. И вот как раз комбинация немецких технологий и российского ресурса, она позволяла Германии и России получать контроль над этим Хартлендом и, соответственно, играть, по сути, с большим перевесом на глобальной мировой доске. Об этом и Збигнев Бжезинский тоже упоминал. И вот этот момент сейчас был упущен. То есть как американцы позволили, в общем-то, Германии ближе сойтись с Россией и для того, чтобы получать эти риски для своего геополитического господства, которое, в общем-то, Соединенные Штаты всегда хотели удерживать. Ну вот многие политические аналитики на этот вопрос отвечают одним словом – Китай. Да, они отвечают одним словом Китай, и здесь для Соединенных Штатов, ну, во-первых, есть уроки истории,
Как они играли, это же еще Киссинджер в 70-е годы прошлого столетия ввел вот эту вот игру, которая получила название «Челночная дипломатия», когда мы работали с разными игроками параллельно, и вот этот треугольник танцев между Советским Союзом и Китаем американцы отыгрывали еще тогда. Вот сейчас идет похожая история, и русские очень хорошо это понимают, и они поэтому создают видимость и иллюзию того, что мы с Китаем уже чуть ли не в стратегическом союзе. Хотя россияне сами прекрасно понимают пределы вот этого возможного союзничества с Китаем. Но они стараются, Соединенные Штаты, убеждать в том, что риск для них такой большой, и на этом страхе получают очень многие дивиденды. Да, есть вот это вот фактор Китая, который здесь и сыграл свою роль в позиции Соединенных Штатов. 30 августа Зеленский поедет в Вашингтон и будет встречаться с президентом США Джозефом Байденом. Ожидаете ли вы, ну вот мы снова обращаемся к слову об ожидании, каких-то прорывных решений, каких-то соглашений в сфере безопасности? Ну или опять же многие политические аналитики говорят о том, что мы можем получить статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Можем ли мы хотя бы это получить в обмен на Северный поток? Вообще, если мы уже говорим в категориях обмена на Северный поток, то здесь нам надо было бы требовать, безусловно, выход России из Украины и освобождение Крыма. От своего присутствия. Вот это был бы адекватный размен на Северный поток. Можно было бы тогда, по крайней мере, на это согласиться. Все остальное лично для меня это неадекватный размен. Но по поводу ожиданий от визита я прагматик. И в принципе, если мы говорим о категориях каких-то договоренностей в сфере безопасности и обороны, есть несколько аспектов, которые важны и которые могут быть заменяемы. Если вы говорите о статусе стратегического союзника за пределами НАТО, есть плюсы и минусы такого статуса. Во-первых, чего-то эксклюзивного в рамках помощи или моментального участия Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины, если тут начинаются военные действия, это не дает. Более того, отдельные эксперты говорят о том, что если мы фиксируемся на получении этого статуса, мы таким образом показываем, что мы фиксируем для себя уже то, что мы в НАТО не будем никогда. Это не наша перспектива, потому что это статус союзника за пределами НАТО. То есть мы уже себя ставим в эту группу стран, которые в НАТО не зайдут. И самое лучшее решение по безопасности с точки зрения практических договоренностей было бы двустороннее соглашение, просто двустороннее соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по сотрудничеству в области безопасности, обороны. То, что называется в английском языке tailor-made, то есть индивидуально сделанное под запросы Украины. Это гораздо лучше, чем тот формальный статус стратегического союзника за пределами НАТО, который Штаты имеют с 17 странами на сегодняшний день. И это будет формализованная такая же рамочная история, которая не будет учитывать особенности Украины. Но она ведь, насколько я понимаю, предусматривает финансовую помощь в оборонном секторе. Она предусматривает и двустороннее сотрудничество еще больше может предусматривать. Вот временный поверенный Джордж Кент говорил же недавно, что тот объем помощи, который Украина получает от Соединенных Штатов, всего 5-6 стран в мире могут по этим объемам быть сопоставимы с Украиной. То есть это в том же статусе союзника за пределами НАТО это 17 стран. То есть уже половина из них получает меньше помощи, чем получает Украина. Поэтому здесь все-таки индивидуальный подход важен. Я сторонник того, что должно быть двустороннее соглашение, которое будет учитывать специфику той ситуации, в которой оказалась Украина на сегодня. Кстати, есть позитивный момент здесь. Сегодня было на заседании Кабинета министров утверждено проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве с США. Это то, что должно быть подписано как раз в рамках визита Зеленского в
Соединенные Штаты, но я ожидаю больше все-таки сотрудничества в военно-политической области. Я знаю, что это тоже проект этот готовится. Насколько он будет готов и может быть подписан во время визита, но это будет большим успехом, если это будет. И, собственно, если будет наполнение правильное. Дякую дуже, пані Юлія. Чохсага у нас Юлія Осмоловська була гостем нашей студии, дипломат, эксперт за международных питань. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально 5 минут и смотрите информационную программу «Заман» на крымско-татарском языке. А далее эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Мусаева. Не пропустите. Яран Аллах сметите Коршкенджи Даслар.